Порадовало то, что полный зал, что зрители сидели до последнего боя. Это отношение, во-первых, к бойцам. Бойцы показали яркие поединки. Пару поединков было очень сильных. Особенно понравился мне Женя из Хабаровска. Как бы прекрасный бой. Достойный соперник был местный парень. И очень, естественно, Гриша Попов. Сильный очень бой. Вот. На что обратил внимание, говорю, что глава республики с первого до последнего боя не встал, ни разу не вышел, никуда сидел, болел. Такое редко наблюдаешь, наверное, потому и такие результаты у бойцов. Я думаю, что это первый турнир, проходит уже он второй по счету, но первый на Кубок Илдархана. И я надеюсь, что он будет регулярным каждый год. Если правительство будет уделять внимание, то якутские бойцы еще порадуют якутян яркими победами. Я пожелал бы просто всем якутянам, вот особенно в семьях, где растут мальчики, уделяйте внимание, чтобы ваши мальчики росли мужчинами. Тут прекрасные секции бокса, вольной борьбы, ММА. Ведите ребенка, контролируйте, чтобы он занимался, занимайтесь сами. Чем будет больше массовость в Республике Якутия, охват людей спортом, наверное, один из самых высоких у нас в стране, это 30%. То есть мне сложно назвать регион с таким охватом, но надо делать 50, 60, все должны заниматься, чтобы Якутия шла вот на первых позициях, должна идти. Она и так идет на первых позициях, но всегда надо задавать новый тренд, задавать новое направление. Поэтому у вас все впереди. Самое главное, чтобы дети. Чем больше детей занимается, тем больше будет результат по всем видам спорта. А как вам вообще наши бойцы, техника наших бойцов? Я Гришу давно знаю, мы дружим. Он растет, конечно, очень разнообразную технику показал. Мне очень нравится. Есть над чем работать, но это всегда есть над чем работать. Спасибо.